Где тут у вас золото? Вот оно, только что из банка. Ровно 12 килограммов. Отстругаем себе сколько надо, как от пачки маргарина. Чистое золото очень мягкое. Чтобы сделать цепочку прочной, золотую стружку смешивают с другими металлами. Напоминает кухню, в которой хозяйка приготовила ингредиенты для своего будущего пирога и разложила их по тарелочкам. Пишите рецептик. На 3 килограмма золота взять 1,5 килограмма меди. Добавить по 250 граммов цинка и серебра. Выпекать при температуре в 1000 градусов. Не забывайте помешивать. Готово. Через 15 минут раскаленные капли золота охлаждают в водном потоке. Итого 5 килограммов драгоценного металла 585 пробы. Проба показывает содержание золота в изделии. Например, в нашем сплаве 585 частей чистого золота и 415 частей добавок. Чем выше проба, тем больше золота, но мягче сплав. Добавки придают золоту не только прочность, но и меняют цвет. Из золотых гранул выплавляют заготовку. Такую цепочку и новый русский из анекдотов на себя не наденет. Этот пруд толщиной с мизинец и длиной почти в 100 метров. Чтобы сделать из такой заготовки тонкую цепочку, его нужно обжечь и растянуть. Пруд пропускают через фильеры, заправляют как нитку в швейную машинку и вытягивают. С каждым разом отверстие становится все меньше и меньше. Так толстая проволока превращается в тонкую нить. Это цепевязальные станки. Сначала они нарезают проволоку и скручивают в колечки. Затем нанизывают одно за другим, одно за другим. Эти механические птицы превращают километр проволоки в 300-метровую цепочку. Попробуем испытать ее на прочность. Разорвалась. Как же так? Помните, как скручивались из проволоки колечки? Однако стыки остались незапаянными. Что делать? Запаять, как это делают в цепочках с крупными звеньями, не получится. Долго. Но выход есть. Смотрите. Цепочки обваливают в порошке, напоминающем обычную муку. Теперь они даже стали похожи на макароны. Белый порошок – это золотой припой для сварки. Порошок припудривает и обволакивает место стыка каждого звена. Цепочку снова отправляют в печь, разогретую до 900 градусов. При такой температуре само золото только накаляется, а вот припой плавится и намертво соединяет стыки золотых колечек. Цепочка стала по-настоящему прочной. Проверим? Итак, золотое изделие, вес 40 граммов. Раунд первый. Разрывная машина. Нагрузка 10 килограммов. Выдержала. Чугунная гиря. Вес 16 килограммов. В 400 раз тяжелее цепочки. Выдерживает. Удвоим нагрузку. Штанга 30 килограммов. Игорь, мастер цеха. Тоже не разорвал, хотя и очень старался. Действительно, сейчас изделие стало очень прочным. Почему же с шеи оно было сорвано одним легким движением? Скоро узнаете. Исследуем дальше производственную линию. На этом барабане золотые украшения шлифует алмазный нож. Цепочки должны быть идеально гладкими, чтобы случайно не порезать будущую хозяйку. Вот так цепочка будет выглядеть после процедуры. Просто блеск. Осталось нарезать их на отрезки нужной длины. Цепочки готовы? Подождите. Нужно прикрепить застежку и припаять петельку и карабин. И вновь испытаем цепочку на динамометре. Наша цепь порвалась на отметке всего 7 килограммов. Что произошло?
Сама цепочка осталась цела, а карабин разлетелся. Вот оно, слабое звено, единственное, оставшееся незапаянным. Зачем же нарочно делать цепочку уязвимой? Это не производственный брак. Это продуманный элемент безопасности, вынужденная мера против подобных случаев. Иначе вы попросту могли бы лишиться шеи.